тармак башка тиги мен жеке менчик радио компаниялар болобу, массалык маалымат каражаттары болобу, ушул маалымат баардык жерге тарап атат. Эми жакынкы арада эле ушул медиа сабаттуулук деген сөздөр пайда болду, ушундай түшүнүк пайда болду. Анткени шунча маалыматтан биз ажыратып, ушул мындай чындыкты таба алышыбыз керек да. Анткени ушул жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарында иштеген айыл өкмөттүн башчылары, шаар мэрлери, ушул муниципалдык кызматчылар элдин арасынан жүргөндө ошолорго мындай түшүндүрүү иштери жүргүзүш керек да. Кайсынысы чын, кайсысы жалган. Эми жалган деген азыр эми фейк деген сөз болуп атпайбы? Ушул кайсы фейк маалыматтар фейк болуп атат. Ошону жергиликтүү өз алынча башкаруу органдардын кызматкерлери, жетекчилери ушул элге түшүндүрүү жеткириш керек. Мына билесиздер, жакында эле тиги Жалал Абадта бир ымыркай табылып, анын денесинен бүт баардык ички органдарын алып коюшуптур, тинчтир деп бүт Кыргызстан боюнча ушундай маалымат таратып бир мындай дүрбөлөңгө түштү. Ана ошондо дагы мындай чын маалымат жеткирип элге түшүндүргөндө эл мынчалык дүрбөлөңгө түшпөйт эле. Бул бир. Экинчи, мамлекеттин коопсуздугуна да алып келе турган маалыматтар бар. Мисалы, мына Баткен тарабында жана чек-аралар боюнча кандай маалыматтар чыгып атты. Көп учурларда чындыкка жакпаган, жакындабаган маалыматтар чыгып, ошонун баардыгы мына бүгүн ушул жакшы иш-чара болуп атат. Ушул маалымат мейкиндигиндеги медиа сабаттуулукту мындай биз өркүндөтүшүбүз керек да. Себеби эми баардыгыбыз колубузда телефон бар. Баардыгыбыз интернетти пайдаланганды билебиз. Ал техникалык жактан чыгып кеткен азыр эми аң сезимди өзгөртүшүбүз керек болуп атат да. Себеби мындай тыюу салуу менен эч качан маселе чечилбейт. Ошондуктан ушул элге керектүү маалыматтар жеткирип, ошону түшүнүү билүү ушул жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын, айрыкча муниципалдык кызматчыларга да өтө чоң мааниге ээ болуп атат. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүн мындай жакшы тажрыйбалар алмашылат, жакшы мындай жаңы ыкмаларды жеткиришет. Ошондуктан мен ойлойт элем, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдардын өкүлдөрү ушуну жакшылап угуп, сурап, билип алып, мындан кийин дагы мына байланыш телефондорун жазып алсаңыздар, мындан кийин да чыгып, эң негизи ушул жалган менен чынды мындай ажырата билүү өтө чоң мааниге ээ да. Ал үчүн албетте ар кандай тажрыйбалар бар экен. Мен ойлойм, бүгүн ушул тажрыйбалардан силер жакшыларын алып, үйрөнүп, мындан ары ушул медиа мейкиндиктеги маалыматтарды мындай жакшы жагына жоромолдоп дегендей элге түшүндүрүү иштери жүргүзөсүңөр деп ойлойм. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Сизге да чоң рахмат, келип айтып бергениңизге аябай кубанычтабыз. Биздин долбоордун алкагында биз атайын брошюра, эми азыр электрондук эле болуп калбады, электрондук дагы распечатка дагы чыгаралы деп атабыз. Анан биз ойлоп атабыз, сиздердин жардамыңыздар менен жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына, депутаттарга таркатып берип койсок. Сиз туура айттыңыз, бул алдыңкы адамдар, депутаттардан жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары биринчи медиа сабаттуу болсо, ошол эки маалыматтарды, ушундай туура эмес маалыматтарды жеткирбөөгө, ошол алдын алуу боюнча кандай иш-аракеттерди жасаса болот, ушул жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Сизге чоң рахмат. Уважаемые участники, давайте тогда продолжим. Для того, чтобы, то есть что за проект, да, что мы будем обсуждать, я бы хотела сделать буквально там маленькую презентацию. То прежде чем начать презентацию, я бы хотела ознакомить вас с программой, да. В рамках нашего круглого стола будет презентация, почему важно быть медиаграмотным на уровне местного самоуправления, опыт общественного фонда «Медиа Собак».
опыт Prevention KG, Алмаз Исманов поделится со своим опытом, и первые шаги муниципалитета по противодействию информации, опыт Садовского айылного аймака, Ленинского айылного аймака и опыт города Карабалты. И в конце мы будем обсуждать и разрабатывать конкретные рекомендации по противодействию дезинформации. То есть будет обсуждение. Я надеюсь на то, что вы будете все очень активно участвовать в обсуждении. Сейчас я хотела бы рассказать. Видно, да? Видно? Да, видно. Ага. Проект наш называется «Усиление устойчивости к дезинформации». Цель, ну, проект он у нас очень короткий, но мы надеемся на то, что данный проект будут продолжаться, то есть идеи проекта будут продолжаться, и тем, кому будет интересно, участникам сегодняшнего круглого стола могут перенять, и мне кажется, в дальнейшем этим заниматься. Цель проекта – это содействие реализации стратегии против недостоверной информации в просторах интернета через повышение потенциала органов местного самоуправления и представителей местных сообществ в медиаграмотности. И почему мы говорим, вот я бы хотела там спросить вас, как вы думаете, почему важно быть сегодня очень медиаграмотным на уровне местного самоуправления? Можете буквально пару слов, уважаемые участники, если кто подключен, кто меня слышит, можете сказать, почему важно быть сегодня медиаграмотным на уровне местного самоуправления? Можете? Как вы думаете? Айнура Джалоевна, здравствуйте. Да. Я слышу, да? Да. Важно быть медиаграмотным, потому что мы представляем целый орган, да? Верно? Ага. И вот когда мы даем информацию от определенной организации, будь это исполнительный орган, будь это представительный орган, мы должны информацию преподнести правильную, как она есть, да? Угу. Бывает, вот, например, у нас такая ситуация конкретная была, если вы дадите мне возможность, я расскажу об этом. У нас Да. были, ну, получается, решением городской сессии было принято тарифы поднять. Угу. Организация, то есть водители, которые предоставляли данную услугу, они не были согласны, ссылаясь на то, что те принятые тарифы не перекрывают их затраты в связи с повышением цен и так далее, да? Вот тогда к нам в город начали поступать. Вы в курсе, да, все, наверное, по республике у нас как бы в соцсетях распространилась такая информация, что вот водители транспорта были вынуждены выйти на митинг, тем, что они не были согласны с тарифами. И вот тогда мы столкнулись с такой, я конкретно столкнулась с такой информацией, то есть ситуацией, я извиняюсь. И многие, вот, я даже не знаю, да, вот медиа, или как их называть, журналисты, да, стали со мной на связь выходить и уточнять. И после, ну, конечно, я решила эту проблему, да, потому что вот я приготовила информацию официальную, после того, как я согласовала это все со всеми организациями, я после этого только дала информацию. Потому что в первую очередь это ответственность. Не дай бог, да, вот ответственный человек даст неверную информацию. И представляете, это будет в социальных сетях. А у нас организация, получается, мы представляем мэрию, целый город, да, весь городской Кенеш. И вот надо обращать внимание на это. А после того, как вы нас обучили, мы пользуемся фишками. Ну, думаю, что это очень полезный такой семинар. И надо, вот если кто впервые участвует, то должны вот делать прям записи, да, и по этой программе как бы учесть все нюансы.
Ой, спасибо, Гульниз. Спасибо, Гульниза. Очень важную вещь сказали, я прям соглашусь. И давайте о том, что вы, получается, представители местной власти, да, и как раз-таки официальную информацию, та информация, которая правильная, достоверная, как вы считаете, необходимо давать. И почему это давать? Очень важно, на сегодня мы должны понимать, у всех есть телефоны, у всех есть связь, и даже тот человек, который находится где-то далеко в горах, он тоже имеет доступ ко всей информации. То есть вот это очень важно, мы должны понимать, и почему нам нужно быть медиаграмотными. Вот здесь статистика дается, за год количество пользователей интернета увеличилось более на четверть миллиарда, то есть получается, мы должны понимать, не только в Кыргызстане, да, про нас знают, но по всему миру, да. Количество пользователей социальных сетей выросло более чем на 13%, получается, и в настоящее время насчитывается там больше 4 миллиардов пользователей социальных сетей. То есть вот это источник, я просто провела статистику. И рейтинг социальных сетей в Кыргызстане, пожалуйста, я бы хотела сказать, что у нас все жители, все слои населения, включая женщин, молодежи, уязвимых слоев населения, они подключены к социальным сетям. Им очень важно знать, что делается на уровне ваших аильных аймаков и на уровне вашего городов. И поэтому я бы, как Гульниза сказала, я прям присоединюсь, я хотела сказать, что орган местного самоуправления на сегодня должны усилить работу по противодействию дезинформации. То есть в первую очередь вести работу по информированию населения о работе органов местного самоуправления. Как был Скоробалтой пример, да, если вы тарифы поднимаете, если какие-то вопросы нужно обсуждать, обязательно нужно информировать об этом и нужно подключать представителей, которые сидят, да, членов местного сообщества в социальных сетях. И почему органам местного самоуправления выгодно раскрывать всю информацию о своей работе? Во-первых, это растет доверие к органам местного самоуправления, можно предупредить возникновение конфликтной ситуации, то есть Гульниза прям правильно сказала, что мог бы быть большой конфликт, люди уже стали выходить, да. Ресурсы используются справедливо и эффективно, если вы про бюджет и про муниципальную собственность вывешиваете информацию, и у людей есть доступ к этому. Снижается социальная напряженность. Уважаемые участники, на сегодня мы понимаем, напряженность у нас очень высокая, и очень важно, у людей растет страхи, да, по разным направлениям, идет разная информация, и из-за этого людям приходится с этими страхами жить, и очень важно на уровне местного самоуправления с этим бороться, и для этого давать достоверную, главную информацию, да. Снижается уровень коррупции, и граждане готовы платить за услуги. То есть если вы по тарифу обсуждаете, люди согласуются с вашим мнением, да, мне кажется, и люди будут готовы платить на те же услуги, которые оказываются на уровне местного самоуправления. Я просто вот этот пример хотела показать, то есть у нас есть разные источники, да, мне кажется, об этих источниках расскажут наши презентаторы о работе органов местного самоуправления. То есть это в качестве примера. На этом я долго не буду говорить, я свою презентацию закончила, и сейчас я бы хотела передать слово представителю общественного фонда «Медиа Собак», да, для презентации, для представления их опыта, как они работают, да, у них тоже очень интересный опыт, мне очень понравилось, и мне кажется, надеюсь на то, что вы получите эту информацию, и потенциально, может, ваши бенефициары захотят использовать такую возможность. Вам слово, Ширин, от вас кто будет? Добрый день. Да, Да. я сегодня презентую о нашей деятельности. Ага. Презентацию вы сами включите, Айнура, или мне самой? Вас сделали, мне кажется, соорганизатора, можете всё включить, да. Все хорошо. Минуту. Добрый день еще раз, уважаемые участники сегодняшнего круглого стола. Меня зовут Ширин, я представляю общественный фонд «Медиа Собак» и Центр поддержки СМИ. И сегодня хотелось бы поделиться нашим опытом именно в продвижении МИГ не только в Кыргызстане, но и в Центральноазиатском регионе. Почему МИГ, да?
Потому что, как уже было ранее сказано, так, сейчас, минутку. Так, почему это важно? Да? На сегодняшний день медиаинформационная грамотность – это одна из актуальных тем, потому что важно быть медиаграмотным, особенно сейчас, когда огромное количество информации. Я думаю, именно пандемия показала, насколько важно быть медиаграмотным, так как мы столкнулись не только с пандемией, да, но и инфодемией, огромным количеством потока информации, где очень сложно разобраться, где правда, где ложь, где фейк, где дезинформация. Поэтому медиаграмотным очень важно быть, так как это позволяет понять функции медиа, критически оценивать содержание медиа других поставщиков информации, то есть проводить какой-то факт-чек перед публикацией каких-то материалов, чтобы не пришло к тому, чтобы ты распространял какую-то дезинформацию. Говоря о нашей деятельности, мы с 2012 года ведем активную работу в этом направлении, и в основном мы работаем в сфере образования, то есть работаем с представителями госструктур, таких как Министерство образования и науки Кыргызстана, Кыргызская академия образования, школьные учителя и школьники. И за этот период была проделана огромная работа именно по институционализации МИК в Кыргызстане. То есть в 2019 году, к примеру, была принята концепция реформирования сферы образования с элементами МИК. Позже, в прошлом году, был проведен анализ предметных стандартов среднего, общего и высшего профессионального образования на наличие компонентов. И на основе этого анализа была разработана методичка по внедрению компонентов МИК, медиаинформационной грамотности, и ИКТ в предметные стандарты. А также была принята дорожная карта по цифровизации Министерства образования на вот следующий период. То есть за вот этот вот период была проделана действительно большая работа, и мы считаем, что мы уже добились каких-то успехов. Ну и, наверное, можно сказать, это заключается в том, что мы активно вот сотрудничаем, да, работаем в партнерстве именно вот с представителями госструктур. Не так, что проекты вот отдельно идут, но совместно именно с госструктурами. И говоря о нашей деятельности, хотелось бы начать именно с проекта «Медиасобак», да, что он собой представляет, так как он уже превратился в некий бренд. «Медиасобак» — это образовательная онлайн-платформа, доступная для школьников не только Кыргызстана, но и всей Центральной Азии. Почему, да? Потому что платформа функционирует на 5 языках: на узбекском, казахском, таджикском, русском и кыргызском языках. Это получается, ну, хотелось бы сказать, что уникальная, да, в своем роде платформа, так как позволяет школьникам получить информацию, обучиться навыкам критического мышления и медиаинформационной грамотности в легкой, доступной игровом формате. То есть на платформе размещены более 250 мультфильмов, анимационных роликов и инфографик по медиаинформационной грамотности. То есть это не просто, да, какой-то текст, очень написанный сложным языком, а наоборот очень такой доступной, легкой форме. То есть школьники, да, это могут быть и дети, которые могут через эти ролики для себя понять, что такое медиаинформационная грамотность, что такое фейк, что такое дезинформация, язык вражды и прочее. То есть это очень легко. В принципе, все, кто проходил это, кто обучался, как бы хорошие отзывы. Так как мы работаем в основном именно со школьными преподавателями и школьниками, то есть для учителей тоже есть отдельный раздел обучения, где они могут загружать и обмениваться своими уроками. Особенно эта функция была актуальна именно в период пандемии, да, когда все обучались на удаленке, и, соответственно, учителя загружали свои видеоуроки на этот портал, а другие учителя могли вот посмотреть, понять что-то, выяснить что-то для себя и потом же создавать также видеоуроки. Помимо этого, в разделе «Библиотека» опубликовано очень огромное количество материалов наших партнеров, наши именно по теме медиаинформационной грамотности. Также есть доступны пособия, видеопособия для учителей и для родителей. Для родителей, например, у нас было пособие, как взаимодействовать с ребенком именно в цифровом мире, да, как, чтобы не просто запрещать ребенку пользоваться гаджетами, а как это вот обратиться в пользу. В принципе, очень много интересных материалов. Для школьников мы каждый год проводим 10-дневный летний лагерь по медиаинформационной грамотности. Основная цель – это, конечно же, развитие критического мышления и интеллектуального потребления информации. В течение 10 дней дети учатся разбираться, вот, что, опять-таки, что такое фейк, да, как это различать. В первой половине дня
посвящена теории, они разбирают эти темы, а после обеда они работают в творческих студиях. Это блогинг-студия, театр и мультимедиа. То есть они днем разбирают, например, что такое язык вражды, да, или, к примеру, что такое цифровая безопасность, и вечером на основе вот этой вот пройденной темы они готовят какой-то материал. То есть это очень Ширин, хорошо. Ширин, вы далеко не ушли. Можете сказать, вот у нас же есть представители органов местного самоуправления, депутаты, скорее всего, у них есть тоже, работаете со школьниками, с учителями. Как попасть туда сразу? Можете Мы, получается, мы открытый колл, да, открытое объявление мы публикуем у себя на социальных сетях, на страничках, или же у себя на сайте о наборе, и каждый желающий, каждый школьник, мы так, с 8, 9, 10 класс мы привлекаем, они проходят отбор, заполняют анкету, и на основе анкеты мы уже отбираем следующий, там, на второй этап. На втором этапе мы проводим какое-то интервью, все-таки мы учитываем именно желание ребенка, чтобы он после того, как он прошел лагерь, он вернулся в свою школу и делился теми навыками, знаниями, которые он получил вот во время 10-дневного лагеря. Потому что лагерь очень насыщенный, да, это не просто отдых, а это именно такой образовательный лагерь. Поэтому, в принципе, в следующем году мы тоже планируем. Можете подписаться на наши странички и, в принципе, следить за информацией. Это вот то, что делается для вот, школьников. Ну, это вот, в принципе, фотографии, да, с нашего прошлогоднего медиастейшн, мы так называем, наш лагерь, это вот ученики. И у нас, помимо этого, у нас также есть один день, он посвящен Дню выборов. Это такой, знаете, очень интересный формат, когда дети вот прям на самом деле проводят выборы. Мы даже предоставляем им урну специально, да, вот то, что как у нас представлено вот на самих выборах, и дети сами выбирают там представителя ЦИК, делятся на партии, выдвигают кандидатов, и таким образом мы выбираем вот президента лагеря, чтобы они поняли, да, как это все происходит. Кто-то пускает, например, мы специально это проводим в таком формате, чтобы дети понимали, как это делается. Кто-то специально пускает какую-то дезинформацию, да, фейковую информацию, какие-то медиа это проверяет. Ну, это, так скажем, выборы только вот в лагере. Для школьных учителей мы также проводили медиалабораторию. Практически охват у нас по всей стране, вот только, к сожалению, пока у нас выпала Сокольская область, а в других всех областях мы уже провели медиалаборатории для учителей. Опять-таки, это основная цель – это развитие критического мышления преподавателей, повышение знаний учителей о средствах массовой информации, интернет-безопасности, а также обучение навыкам, как анализировать содержание СМИ и противостоять манипулированию со стороны СМИ. То есть не поддаваться той информации, да, а именно проводить какой-то для себя факт-чек, критически оценивать информацию. Как я уже говорила, мы работаем не только в Кыргызстане, мы вышли на центральноазиатский уровень, так скажем, и с нашими партнерами, 5 организациями в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане у нас реализуется огромный большой проект региональный, называется он «Брайка». Это медиаинформационная грамотность для повышения критического мышления молодежи Центральной Азии. Финансируется он Европейским Союзом. И что мы делаем в рамках этого проекта? Основной наш компонент – это разработка игровой образовательной платформы. Она называется Clever. Здесь дети обучаются. Они обучаются тому, как различать фейк от факта, мнения, или же распознавать язык вражды. Потому что язык вражды – это на сегодняшнее время тоже одна из актуальных тем. Они обучаются, играют, зарабатывают баллы, и потом эти баллы они могут обменять на призы. То есть вот за все это время было более 651 подарков мы подарили, и более 8 тысяч, ну почти 9 тысяч человек получили в качестве приза единицы. То есть вы заходите. Ну это вот небольшая статистика. На сегодняшний день у нас по Центральной Азии более 63 тысячи человек, они играют, обучаются и зарабатывают баллы. Это вот самое большее у нас на сегодняшний момент именно в Казахстане участников. Потом у нас идет в Кыргызстане, в Узбекистане, в Таджикистане, и потом уже в Узбекистане. Это вот разбивка по странам. То есть вы регистрируетесь, вы играете, обучаетесь. У нас разного рода игры. Например, есть игра «Город правды». Это наподобие квиза, да,
вам предлагаются разные варианты, и вы должны определить для себя, что это. Это факт или это мнение? Это фейк или же все-таки это правда? Таким образом, дети как бы обучаются. Это вот для молодежи. Вы играете, вы зарабатываете баллы, и потом эти баллы вы можете обменять на какие-то ценные призы. Это могут быть единицы, это может быть какая-то техника, флешки, беспроводные наушники. Это, в принципе, все представлено в нашем магазине. И помимо этого у нас есть раздел «Интересно», где мы публикуем статьи именно по теме медиаграмотности. Да? Вот почему важно критическое мышление, что такое манипуляция. И вот, в принципе, дети могут и читать, и на основе этих статей тоже есть игры. В принципе, можете даже вот по QR-коду пройти, да, скачать себе, поделиться своими детьми, там, знакомыми, чтобы они тоже обучались, выигрывали, играли, и вот. Ну, это вот коротко о том, что мы делаем. Именно вот я все-таки в своей презентации старалась связать именно, так скажем, с тем, что мы делаем в области вот противодействия дезинформации, потому что помимо этого у нас как бы еще очень огромное количество направлений, но вот основное, что хотела бы я рассказать. Ой, спасибо большое, Ширин. Уважаемые участники, есть прям очень было полезной, для меня лично, очень полезная информация. Мне кажется, для органов местного самоуправления тоже, у нас тоже депутаты сидят, мне кажется, очень была полезная информация. Спасибо вам большое, Ширин. Есть вопросы, уважаемые участники? Может, что-то хотели уточнить? Есть вопросы? Кажется, нет. У меня будет вопрос. Да. Ширин, ну, давайте, может быть, вы контакты свои оставите, чтобы мы могли с вами связаться уже после конференции. Меня очень заинтересовал вопрос по поводу лагеря. Как бы мы тоже работаем и с детьми, и в рамках программы государственного социального заказа, да, Энерджи. Вот мы как бы хотели бы дальше тоже в этом направлении поработать. И если возможно, может быть, вы в чате оставите свои контакты. Да, при регистрации я оставила свои контактные данные. В принципе, можете обращаться. Спасибо. Хорошо, Ширин, спасибо большое. Надеюсь на то, что, мне кажется, будет очень много звонков к вам, и очень много обращений. Очень полезная информация была, мне кажется, и для того, чтобы поднять, да, медиаграмотность детей наших, и как работать органами местного самоуправления, наверное, скорее всего, будет очень полезно. Спасибо, Ширин. Извините. Да. Позволите, да? Уважаемые участники, я тут в чате тоже написала, можно озвучить, пожалуйста, зарегистрируйтесь, укажите свою фамилию, имя, откуда вы, чем занимаетесь и контактные ваши данные. Спасибо. Так, можно презентацию, Ширин, убрать, да, или мы включали демонстрацию? Так, я вроде бы приостановила. Не получается, да? Так, сейчас я предоставляю слово Алмазу Исманову, медиаэксперту Prevention KG. Алмаз, вы здесь? Да, доброе утро, я здесь. Можно микрофоны все выключат, кто не выступает, потому что вы мешаете очень. Это вот организаторы. Какой есть доступ? Можете меня сделать организатором? Так, Нургульчика, можете сделать Алмаза? Вот это не уходит, Ширин, не могу понять, вот это демонстрация экрана. Она уже с вами. Все, вы попались. Да? Ширин, Да, Ширин, что-то не получается убрать. Вы можете приостановить, пожалуйста, демонстрацию? Да, я приостановила у себя. Нет, у нас что-то зависло. Все, спасибо. Спасибо большое. Так, Алмаз, вам слово. Сейчас Нургуль вас сделает соорганизатором. Да, что-то хотите? Да, включить? Уже, Алмаз, пожалуйста. Спасибо. Видно, да? Да. Отлично. Салат Сару. Дамбешолу. Я с некоторыми из вас уже виделся офлайн, рад вас видеть онлайн, но надеюсь, мы чаще будем встречаться офлайн. Sevdiğinde көп нәрселерді сөзсіз көріп, басып, тексеріп көріш керек. Ошондуктан
офлайн жолуксак, так кимди өчүрүп койсун. Вас не слышно, Алмаз? А теперь слышно? Да-да-да. Да. Извините. Вот поэтому я сторонник офлайн обучения в самом начале, потому что когда начинаешь говорить про медиаинформационно-цифровую грамоту, всегда бывают такие накладки. Биздин платформа негизги багыттарын бири бул медиа маалымат жана санарип сабаттуулук жана коопсуздук жөнүндө сөз кылабыз. Себеби дегенде көпчүлүк акыркы жылдары бизде жалпы эле медиа маалымат медиа сабаттуулук жөнүндө маалыматтар көп эле болуп атат, бирок медиа жана санарип коопсуздук жөнүндө маалымат азыраак болуп атат. Баягындай машина менен салыштырганыбызда баардыгыбызга эле баягындай машинаны бергенде, бирок ошол жолдорду кандай айдаш керек, эрежелери кандай бар, ал жөнүндө бизге такыр маалыматты бербей атат да. Фейктер жөнүндө да көп сөз кылып атат, бирок ошол фейктерди биз кантип анализ кылып, дезинформация, пропаганда кандай туруш беришибиз керек, ал жөнүндө маалымат такыр аз болуп атат. Биздин негизги багыттарыбыз ошо болуп атат. Бул картаны өткөн тренингде менин тренингге катышкандар билишет. Но башкалар айтып коет, бул картада дүйнөдөгү социалдык медиа жана мессенджердин тараган картасы да. Мына көбү бул Facebook мессенджер болуп атат, жашыл WhatsApp. Facebook билесиңер, WhatsApp'ты, Instagram'ды сатып алган, ошонун дүйнөнүн баардыгын бир түстө болуп калып атат да. Бүгүн дүйнөдө илгери айтат эле го, дүйнөнү башкаргандар кимде маалымат бар болсо, ошол дүйнөнү башкарат депчи. Бүгүн деле ошол кайрадан ошол неме актуалдуу болуп атат. Себеби мына мессенджерлердин жардамы менен бир эле жерде туруп, башка өлкөлөрдү дагы башкарса болот. Биз аны көрдүк. Мисалы, шайлоолордо, коронавируста, жөн эле мисалы коронавирус вакцина боюнча каршы иштеген фейктер болсо, баардыгы бир өлкөдө жайгашкан экен, алардын таасири болсо дүйнөнүн баардыгына тийип атат да. Дүйнөнүн баардыгына, в том числе бизге тийип атат. Значит, коопсуздук жөнүндө көп сөз кылышыбыз керек экен. Былтыркы мынау пандемия маалындагы кыргызстандыктар мына жерде ютубка эмнени издегенде дегенде көпчүлүк жаңы нерселер кириптир да. Мисалы Настя, А4, Маша, Диана деген. Бул деген пандемия маалындагы биздин балдарга колдоруна биз мектепте окубай жүргөндө, онлайн окуп жүрүшкөндө колдоруна смартфондорду орната койгонбуз да. То есть балдарыбызды баягындай маалымат жана санарип коопсуздугун ойлобостон аларга толук интернетке ачык колдонгонго уруксат шарт түзүп бергенбиз. То есть практически где-то около 200 тысяч школьников, которые в Кыргызстане обучаются, они получили доступ без медиаинформационной и цифровой грамоты, в том числе и учителя. Просто мы их загнали. Да? То есть, к сожалению, Министерство образования и науки не провело массовые тренинги, хотя бы технические, скажем, неожиданный переход был в апреле, в мае, ушел жайгун айларында, ушел июнь, июль, августа, да, они могли бы для учителей провести вот эти технические тренинги, чтобы научить навыкам. Но этого не случилось, и просто вот огромную массу людей загнали в интернет, и были сбои. И очень часто у родителей есть такое, что вот если вот ребенок дома, он сидит с смартфоном, то есть это намного лучше, чем он будет находиться на улице или еще где-то, да. То есть считается, что это более безопасное, извините, времяпровождение. У меня презентация PDF, и она очень чувствительная, кнопки, извиняюсь, она резко двигается.
Кыргызстанда вот по последним данным, да, калктын саны 7 миллион болуп атат, уюлдук телефондогу иштеткендер 10 миллиондон ашып атат. Интернетке киргендердин саны 3 миллион 32 миң болуп атат. Социалдык медиада болсо 3 миллион 20 миң. То есть бүгүн интернетке киргендердин Кыргызстандын баардыгы дароо эле социалдык медиа ким эмнени жактырса да, Instagram болобу, WhatsApp болобу, Telegram болобу, Facebook болобу ошолорду иштетип атат да. Бул деген абдан бизди көп ойлондурган нерсе. Анан кече мен башка бир жыйында болдум, и там вот представители общественности в регионах говорили о том, что информация в органах местного самоуправления, жергиликтүү бийликтерде болгон алардын жүргүзгөн саясаты, алардын ишмердүүлүгү жөнүндө интернетте эч кандай маалымат жок. Аларды интернетте, социалдык медиаларда эч кандай жумуш бир иштерди жүргүзбөйт деп нааразычылыгын айтты, да. То есть это повод нам задуматься, потому что я проанализировал, и получается, что Кыргызстанда основная информация, размещенная о деятельности государственных органов местного самоуправления, местных властей, в основном она аккумулируется, оказывается, в Бишкеке. Практически в регионах ее нету. И это очень плохо. Я считаю, что надо охватить цифровым информацией о деятельности госорганов, в том числе местного самоуправления, и в регионах тоже. Я помню, что на первом тренинге вы говорили о том, что у вас есть сайт. Значит, пришло время эти сайты оживить, потому что сайты — это ваше лицо, ваша отчетность, ваша работа и так далее. Социальные медиа, они удобны для распространения. Если жүргүзгөн маалыматты WhatsApp-тан, Telegram-дан, Facebook-тан таратканы ал ыңгайлуу. Бирок негизги маалымат сиздердин сайтыңарда болуш керек. Сайт бул силердин маалымат, мындай китепкана, маалымат, сценарий, архив, бир көргөзмө десе болот, анын функциялары абдан көп. Алар силер жүргүзгөн иштер жөнүндө маалымат сакталып турат. Каалаган убакыттан таркатсаңыздар болот, отчетко иштетсеңер болот. Ошону колдонуш керек, сөзсүз. Бизде болсо ушул жергиликтүү бийликтер жана местное самоуправлениянын ишмердүүлүгү жөнүндө сайттар такыр жок экен. Это очень плохо. То есть получается, что основная информация аккумулируется в Бишкеке и только вокруг министерств, да? Другой информации у нас на местах нету. Хотя вот доступ к интернету у нас вот в Кыргызстане имеет более 70% населения. Здесь надо обязательно подчеркнуть, что 70% речь идет о мобильном интернете. У мобильного интернета есть преимущество, что каалаган жерде, Баткенде болобу, Ат башыда болобу, Түптө болосуңбу, Жети Өгүздө, Таласта болосуңбу, мобильный интернет менен интернетке кирсең болот да, Мегаком, Бошка, Билайндарды пайдаланып. Бирок анын кемчилиги, анын баягы немеси тарифи чектелген болот. Көп нерсени көрө албайсың. Мисалы, YouTube'дан көбүрөөк видео көрүп койгон болсоң, дароо сени уже немең түгөндү деп айтыш мүмкүн да. Аны бир четтен доступность есть, а с другой стороны ограничение по трафику. И 70% ичинде 27% кыргызстандыктарда үйүндө ушу компьютер жана планшет бар экен. Значит, негизги маалыматты эмне аркылуу киришет экен дагы? Смартфон аркылуу. Значит, биз эртең сайт бир нерселерди жасаганыбызда сөзсүз ошону эске алышыбыз керек экен да. Эгер эске албасак, баягы пандемия маалда мугалимдерге кошуп калабыз. Баягы ЛТРде, КТРде чыгып атпады, чоң экранга ортодо мугалим турат дагы, сол бурчта үстүндө болсо презентациясын көрсөтүп атат. Чоң телевизордо деле анын презентациясы көрүнбөйт. Бала болсо ал сабакты смартфон аркылуу көрөт да. Смартфондун экраны билесиң, кичинекей. Анын презентациясын кандай көрөт дейм да. Биринчи болсо экранда мугалимдин бети көрүнүп турат. Бул деле баягы санарип сабаттуулук жана медиа маалымат сабаттуулук билбегендиктен да. Эгер аны билгенде биринчи иретте өзүн көрсөтпөстөн биринчи экранда сабактын презентациясы көрүнөт эле да. Бизде 99% ушул сабактарда болсо даярдалганда биринчи иретте экранда мугалимдин бети чыгып турган да.
Мугалимди көрбөсө эмне окуучу унутуп калабы эле ал мугалимдичи. А керектүү маалымат болсо кичинекей шрифт менен сол бурчта турган да. Бул менин оюмча бул туура эмес. Ошол сабактарды даярдаганда бул балдар сабактарды смартфон аркылуу, жөнөкөй телефон аркылуу даярдаткан эске алган эмес да. Бул деле чоң кемчилик деп эсептейм. Буну эске алыш керек эле, что Кыргызстанда 70% интернетке киргенде алардын көпчүлүгү 50%-дан ашыгы телефонду иштетишет. Значит, телефондун өзгөчөлүгүн эске алыш керек. Сиздер деле ушул сайт жасаганыңызда да ошону эске алышыңар керек. Анан акыркы жылда кечээ эле кем башкы прокуратура Кыргызстанда бир 5000ден ашык, алардын бул расмий маалымат. 5000ден ашык кыргызстандыктар финансылык пирамидалардын жертвалары болуп чыкты деп маалымат чыгарышты. Бул деле ушул медиа жана саналык сабаттуулугун кирет да. Себеби көп учурда ушул балдар кишилер менен кыргызстандыктар менен жеке сүйлөшсөң, алар айтат да, эмне үчүн ушуга ишендиңиз деп сурасам, алар айтат, себеби дейт, алар визиткасын беришти, анан визиткасында ошо сайты бар экен. Анан биз интернетке кирип сайтын издесек, чын эле сайты чыкты. Ошол сайт болгон үчүн биз ишендик, бул жок, бул пирамида эмес, булар алдап кетпейт депчи. Көрсө ошол интернеттин сайттын өзгөчөлүгүн билбегендиктен алар ишенип, алданып $5-6 миң доллардан ажырашты да. Эми ал кишилер табылбайт да. Ошол нарынга, таласка, ошко келген бир кишини табышы мүмкүн, бирок акчасын кайтып бере албайт да. Буну уюштурган кишилер бүт чет өлкөдө болот да. Булар эгер ошол сценарий жана медиа сабаттуулуу болгондо мүмкүн алданбайт эле. Себеби сайт это еще не признак, что фирма надежная, да? То есть сайттын ичин караш керек эле, баардык немелердин контактын карап, эмне деген фирма, каякта катталган, башка сайттардан караш керек эле. Бирок тилекке каршы биздин адамдар аны карабайт, анан көпчүлүгү ушу интернетте сайты, анан социалдык медиада баракчасы бар болсо, булар алдабайт, булар чоң реалдуу фирма экен деп ишенишет экен да. Азыркы ушу финансовый пирамиданы жасагандар ушу сайттарды көп пайдаланышат экен. Сайттарга мындай бүтүнсө финанс деп туруп мындай акчанын чоң бир ушундай үйлөрдүн сүрөттөрүн коюп, жакшынакай сүрөттөрү коюп да кызыктырып неме алышат экен да. Значит, биздин элге медиа жана медиа маалымат жана сценарий сабаттуулук дегенде анын түрдүү багыттарында үйрөтүшү керек экен да. Бир багыты мага чейин Ширин айткандай балдар менен иштөө. Экинчи багыт бул финансылык сабаттуулук жөнүндө, медиа сабаттуулук жана сценарий сабаттуулук элементтерин пайдаланып. Үчүнчүсү бул медиа тармактагы ушу интернеттеги экстремизмге, бандай кастык тилге каршы иштөө. То есть багыттары бар да, ар биринин өзүнүн өзгөчө багыттары, ошону эске алып биз иштешибиз керек. Сөзсүз маалымат коопсуздугун эске алыш керек. Себеби дегенде азыр мына шайлоону аман эсен өткүздүк. Ушу айрыкча ушу шайлоо малдарында шайлоодон кийин коронавирустун кайрадан чыгышы мүмкүн. Түрдүү бандай ушактар, чындыкка окшогон жалган сөздөрү болушу мүмкүн да. Мисалы, сөз маалыматтын жарымы чын болушу мүмкүн да, бирок ага кошумча ал саясатчы же ал аким даң мындайды айтты дегендей туруп, ал айтпаган сөздөрдү кошуп коет дагы, анан чын маалыматка жалганды да кошуп коет. Анан биз анын жалган жерин сезбей, толук эле маалыматка ишенип, бири-бирибизге анан WhatsApp'тан таратып, неме болуп кетебиз. Анан башында ушул мен алдымда эксперттер айтып кеткендей, Жалал Ата, Сузакта окуганда эле ал деле ушул маалымат толук болбогон үчүн жоголуп кеткен кыз боюнча башка жалган жана баягындай провокационный маалыматтар дагы Сузакта, Жалал Ата көп тарады да. Ал кыздар мындай табылган экен, мындай болгон экен, ошондон балдарды этият болгула депчи. Себеби жоголгон кыз боюнча толук маалымат болгон жок да. Жөн эле денеси табылды эле, кыска эле маалымат чыкты.
элге эмне үчүн андай болгонун түшүндүргөн жок да, элдин арасына WhatsApp'та түрдүү маалыматтар тарап кетти. Ошондуктан сөзсүз маалымат толук бериш керек. Толук бербесеңер, сөзсүз башка бирөө кошуп башка нерсени айтат. Анан фейк дегенде менин оюмча көбүрөөк фейк деген бул жалган маалымат. Жалган фейктин ордуна мен көбүрөөк дезинформация жөнүндө сөз кылатым эле. Себеби бизде Кыргызстанда дезинформация көбүрөөк кездешкен. Анан азыр социалдык медиалар абдан өнүгүп кеткен. Социалдык медиа менин оюмча баардыгыңар эле ушул Instagram, Facebook'та, Одноклассниктерде отурат болушуңар керек. Анан ал жерде сөз этиканын жөнүндө сөз кылышыбыз керек. Байкаган болушуңар керек. Адамдар баягы комментарий жазганда уят сөздөр менен, сын сөздөр менен тааныбаган эле адамдарды жамандап, уят сөздөр менен жазып кетет. Бул деле ошол социалдык медиа этикага кирет. Биз өзүбүздөн баштап азырдан элди үйрөтүш керек да. Алар ойлойт, көчөдө мисалы жолугуп калса ошол сөздөрдү айтпайт да, ошол Instagram'да, Facebook'та отуруп каалаган сөздөрдү жазып коет дагы, анан аккаунттан чыгып кетет да, ойлойт, жакшы иш жасадым депчи. Жеке жолугса ошол сөздөрдү айтпайт. Себеби ойлонот да, баягындай жоопкерчиликти сезет. Ойлонуп туруп, анан сын сөзүн айтышы мүмкүн, мындай уят сөздөрдү кошпой. Бул жерде болсо именно уят сөз. Анан көп ушундайларды троллдор кылат деп айтат да, бул атайын бирөөлөрдү жалдаган дейт. Бирок андай эмес. Мен анализдеп көрсөм, жөнөкөй эле өзүбүздүн арабызда эле жүргөн кыргызстандыктар. Сүрөттөрүн кирип эч кандай тролл деле эмес, блогер деле эмес, жөнөкөй тойлордун баягындай тууган уруктар менен түшкөн сүрөттөрү турат да, жөнөкөй эле кыргызстандык. Бирок ошол социалдык медиада өзүнүн жазган, айткан сөздөрүнө жоопкерчиликти сезбей, ушуну жазып кетет. Ушуну деле эске алыш керек, себеби ушудан анан касык тил болуп, аймактар аралык, улуттар арасында, башка диндердин өкүлүнүн арасында ушундай чырчалыктар көп чыгып атат. Ошону сөзсүз эске алыш керек. Социалдык медиада өзүнүн эрежелери бар. Анан акыркы ушу менен токтотоюн. Интернетте жаман нерселер көп, чын эле. Бирок ушул жаман, терс маалымат интернетте бир 5-6% эле түшөт. Көп маалымат бул бизге керектүү маалыматтар. Интернеттин мүмкүнчүлүктөрү абдан чоң. Мага чейин Ширин айткандай, балдарды тарбиялоодо, окутууга пайдаланса болот. Мен силерди да Google'дун мына үй бүлөсүндөгү Google Family деген аккаунт бар, ошого чакыратым эле. Эгер 13 жашка чейин балдарыңар бар болсо, ошол Google Family'ге катталсаңар, Google'да силерге балдардын интернетте коопсуздугуна неме кылганы жардам берет. Менде болду ушул маалымат. Рахмат. Чоң рахмат, Алмаз. Нам было очень приятно, мне кажется. Урматтуу катышуучулар, кимде ким суроо болсо суроо берсеңиздер, потому что Алмаза пригласить вот так, чтобы он участвовал, поделился опытом, рассказал, очень тяжело. Но в любом случае, мне кажется, именно мы сотрудничаем с Алмазом, и он согласился предоставить данную информацию. Кимде суроо болсо берсеңиздер. Сизге түшүнүктүү болдубу? Сизде суроо жокпу? Сиз каяктан болосуз? Саламатсыздарбы? Мен Кочкор районунун Айылдык кеңешинин депутатымын. Мага аябай түшүнүктүү болду. Жакшы, түшүнүктүү болду, рахмат. Сиз кайсы социалдык медиада катталгансыз, Жумалжи? Ошо мен катталгам, жаңы бүгүн биринчи жолу катышып атам. Негизги маалымат кантип таратасыз элге? WhatsApp'ты иштетесизби же Telegram'ды? WhatsApp'та, Telegram'да, аларда WhatsApp, Facebook, Telegram баарын эле катышам. Ооба. Анда активный эле экенсиз. Эми урматтуу катышуучулар, Алмаз сизге чоң рахмат. Алмаз, эгер мүмкүнчүлүк болсо, контактыңызды калтырып койсоңуз, мен ойлоп атам, биздин катышуучулар баягы ойлонуп, дагы суроолор болсо берип калышат. Анда кийинки сөздү, уважаемые участники, передаю слово депутату местного кеңеша Садовского Айылного аймака Анара поделится своим опытом. На сегодня у нее очень великолепный, хороший опыт, как она организовала доступ к информации своих жителей через разные источники информации. Анара, вы здесь?
Да, я здесь. Ага, Анара, вам слово. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы не сказала, что у меня такой был большой опыт, но после того, как я офлайн прошла у вас обучение в проекте усиления устойчивости к дезинформации, у меня кардинально поменялось мышление. Я очень активная в соцсетях, то есть сама лично как депутат Аильного Кенеша, но как оказалось, что у нас в Аильном Аймаке по по работе со средствами массовой информации, вообще с Фейсбуком и с официальным сайтом, работа совершенно шла очень, практически не шла. За то время, после того, как я прошла обучение, мы что сделали? Мы поняли, что медиаграмотность необходима для органов местного самоуправления. Я, наверное, сейчас отвечу на ваш вопрос, что нужно сделать на уровне местного самоуправления. То есть мы нередко сталкиваемся с тем, что неверно истолкованная или донесенная или недонесенная информация может разжечь конфликт или навести панику среди населения. Вот это мы очень правильно поняли, потому что у нас очень много было мероприятий. Тот же соцгородок, который мы в 2019 году открывали, раздавали 68 семьям. У нас в течение 2 лет шли жалобы. То есть если бы мы это все правильно освещали бы на своем сайте и на социальных сетях, кто получил, почему получил, то есть тех жалоб, которые были за то время, у нас, скорее всего, этого не было. Мы вот это просто прям пришли на следующий день, сидя у себя на работе, поняли, что вот этих моментов у нас не было бы, если бы мы все это освещали. То есть органам местного самоуправления обязательно необходимо вести социальные сети. Правильно отметил гуру средств массы, Алмаз Исмадов, вот мы с ним познакомились, я до сих пор под впечатлением ту информацию, которую он нам дал, очень простым языком, простому народу, оказывается, нужно преподносить просто жалпак тильмененле простыми словами. То есть мы всегда писали, если даже как в соцсети у нас была страница на Facebook, если даже что-то писали, мы писали на основании распоряжения с главы Садовского, там то-то выделилось, это выделилось. Никто его до конца не читает, это распоряжение, если оно на одном листе большом. То есть простыми словами, оказывается, необходимо было преподносить информацию. Последние наши, если вы войдете в Facebook на Садовской Лекмету, сейчас эта страница началась вестись, то есть чтобы это было для народа. На официальном сайте это, естественно, будет вестись немножко на официальном языке, а вот через Facebook и через WhatsApp группы, которые у нас существуют на территории Садовского и Аильного Аймака, мы проводим просто обыкновенно. То есть по поручению Акима была создана рабочая группа, 25 киши, 25 человек получили помощь в документировании по паспортный стол, там военно-учетный стол, там они приезжали, недавно была такая работа проведена. Даже в WhatsApp-группе вот так написав, мы где-то 25 человек набрали, которые пришли в Аилёк-Мэту, не поехав в районный центр, получили консультацию по документированию, а некоторые даже как бы решили вопрос по определенным своим моментам, по кадастру, по паспортному столу, по ЗАГСу и по военному комиссариату. То есть вот такая информация быстрее дошла до нашего населения. И глава Аилёк-Мэту и сотрудники органов местного самоуправления поняли, что необходимо проводить в этом вопросе по медиа работе определенную работу. Сделали ответственным, кто будет вести, сделали, кто будет нести работу со средствами массовой информации, то есть ведение официального сайта, ведение страниц на Фейсбуке, плюс взаимодействие со средствами массовой информации. Также мы поняли, что на Фейсбуке все-таки сидят, наверное, люди старшего возраста, то есть 25-30 там, а нам необходимо еще, чтобы и наша молодежь знала, какая работа ведется в органах местного самоуправления, чтобы их тоже можно было заинтересовать, привлечь, чтобы они тоже понимали. Поэтому было поручено главой Аилёк-Мэту создать еще Инстаграм-страницу и привязать ее к странице Фейсбука, чтобы это все параллельно шло, чтобы наша молодежь тоже знала, какие работы на сегодняшний день ведутся. Вот как Алмаз Мырза отметил,
официальная страница есть, но я считаю, что никто туда входить не будет. Это будет входить только те, кто уже знает, что можно войти на официальную страницу. Поэтому больше упор будет вестись, наверное, там тоже будет вестись работа, но больше будет на Фейсбуке и на Инстаграме работа, и на WhatsApp. Что мы будем делать по противодействию дезинформации? Был даже такой момент в 2019 году, когда открылись попечительские советы, директора школ, выиграв, у нас находится на территории Садовского Аильного аймака 2 школы, открыли попечительские советы и выиграли проект, где нужно было 50% оплачивать школе, 50% оплачивал проект, и они выиграли компьютеры, там покупка парт. У родителей начали собирать деньги попечительских советов. Они согласились, но потом была информация, что эти деньги якобы взяли, их деньги собрали и отдали. То есть тоже вот такая вот внутри села была небольшая информация, а если бы это все было бы на сайте, в средствах массовой информации, плюс в социальных сетях, то есть таких бы слухов тоже не было. Поэтому очень правильно, что вот эта работа началась, что я считаю, что необходимо даже еще плюс обучить глав аильных аймаков, может быть, будут против того, чтобы освещать свою работу в средствах массовой информации, плюс они освещают только то, что им необходимо. А я считаю, что на сегодняшний день вплоть дорога делается, вот какая была, какая осталась, сколько денег там израсходовано, сколько километров там в плане этого сделано. Плюс не все, есть старшего возраста люди, которые не пользуются мобильными гаджетами. Для этого мы работаем, сотрудничаем с районной газетой «Сельская новь», которая ее выписывает. Она недорогая, она выходит 200 сомов в полгода, по-моему. И мы такую жизненно важную информацию, отчет главы Лекмоту, плюс это мы, это практически делается на территории всей главы 12 Московского района, свои отчеты или какие-то там успехи, достижения через районную газету «Сельская новь» выносят, преподносит эту информацию. Плюс у нас в социальных сетях в Фейсбуке открылась такая медиа «Элюню». Насколько я знаю, девочки с района ее выиграли тоже по проекту, но очень понравилось, как они преподносят информацию. То есть, если они видят, что в районе произошла такая вот хорошая информация, они ее преподносят, и очень много подписчиков. И у нас с ними есть устная договоренность, что мы подпишем меморандум о сотрудничестве и тоже через них будем доносить информацию не только для Аильного аймака, а плюс уже на районный уровень выйдем. Вот такие у нас достижения. Плюс мы решили планы на будущее, как я уже сказала, плюс мы не только работу с районной газетой, а после вот обучения, как Алмаз Мырзанова, надо работать с районной газетой, с областной газетой, плюс с республиканскими какими-то газетами, меморандум, где можно будет бесплатно освещать нашу деятельность. Были моменты, когда мы приглашали журналистов, показывали все, чтобы они нам ее осветили. Когда выходила статья выходила... смысл был не тот, который мы хотели донести. Мы поняли, что необходимо всегда готовить пресс-релизы. То есть, если мы хотим, чтобы информация та дошла, которую мы хотим органами, потому что журналист – это действительно не специалист, там, если мы там по аграрию хотим показать, или там по каким-то, он написал то, что увидел, а нам нужно донести вот определенную суть, поэтому, оказывается, в действительности необходима подготовка пресс-релизов. Это мы уже себе сделали как... в первую очередь, как закон, что это должно быть. Ну и вот, как я сказала, ведение Инстаграм-страницы с информированием более широкой аудиторией. Вот на сегодняшний день у нас вот такие успехи. Нашим сотрудникам Аильного аймака уже даже то, что сейчас они видят в Фейсбуке, им очень это нравится. И я думаю, что населению тоже будет очень полезно. Большое спасибо.
Спасибо большое, Анар. Очень полезный опыт. Мне кажется, у вас и планы очень шикарные. И я бы хотела сказать, по информированию населения у вас получается разные инструменты будете использовать, и они очень гендерно чувствительные, я вижу. Я вижу, что это действительно депутат местного кеңеша, женщина. То есть вы хотите, Спасибо. чтобы информация получили абсолютно все и позаботились о том, чтобы разные инструменты использовать. Есть ли вопросы, уважаемые участники? Сұрағыңыздар бар ма Анараға? Мне кажется, всем все понятно. Сейчас тогда передаю слово Гульнизе, ответ секретарю городского кеңеша Карабалтинского города Карабалты. Гульниза, вы с нами? Гульниза? Слышно, да? Да. Мне всегда сложно после Анары выступать. Я отмечу самое главное. После этого тренинга Алмазбаке, я вот, смотрите, я даже научилась ставить экран правильно, чтобы вот сзади не было никаких лишних, да, например, я сейчас только заметила, что в камере было видно микроволновка, да, я сижу в кабинете, и это очень важно. И вот если бы вы офлайн прошли этот тренинг, это вообще, это супер, я вам рекомендую и настоятельно прошу вас участвовать, потому что вот так, когда делишься опытом, это совсем другое. Человек просто должен посетить этот тренинг, научиться. Вот, что я хочу отметить. Действительно, нам очень сложно органам местного самоуправления получить доверие населения. Это очень сложно, но мы к этому идем. Наверное, мы все энтузиасты, которые работают на государственной службе, на муниципальной службе. Мы хотим сделать намного лучше условия для проживания своих горожан. Верно, да? Это, наверное, со мной никто не поспорит. Вот, и вот именно медиа нам помогает вернуть это доверие населения посредством соцсетей и так далее. Да, вот она речает кеткенде, канчалык так маалымат бергенде, ошончолук бизге жергиликтүү жашоочулар өзү ишенет да, туура маалымат берсек, ошондо бизге жардам, ошол болот да. Мисалы үчүн, и я хочу еще отметить, вот Алмазбаке нам сказал, что, оказывается, вся информация сосредоточена в центре. Я с вами поспорю. Город Карабалта, думаю, что в этом направлении очень даже хорошо работает. Вот сейчас среди участников я вижу пресс-секретаря мэрии города Карабалта. Я всегда замечаю, что она любые движения, даже проведение комиссии, да, которые не касаются работы города, внутренние какие-то дела, она всегда освещает это. Это очень огромный плюс. Я бы, например, похвасталась этим, да, то, что наш город пытается вернуть доверие наших жителей. Вот любые мероприятия, будь это официальные встречи какие-то, будь это проведение тендера, будь это просто как конкурс на вакантную должность, пресс-секретарь у нас работает как надо, оказывается. Вот, я бы хотела это отметить. Так, я тебе здесь еще сделала. Что касается конкретно моей работы. Вот смотрите, мы всегда, оказывается, были в рамках, как Айнурэджи отметила. Вот как я специалист, я не могла действительно тоже выйти из этих рамках и говорила, вот, на основании данного постановления вынести такое решение. Оказывается, действительно, с людьми надо на простом человеческом языке разговаривать и объяснять всю информацию просто. Просто объяснять, и все. И вот у нас тоже очень много планов, но все связано с финансовыми вопросами. Но думаю, что мы это все решим. Нас руководство всегда поддерживает. Смотрите, у нас сайт городского кеңеша существует, но он какое-то время приостановился. Но после вот тренинга мы отметили все ошибки, где-то что-то мы изменим. И мы обратим внимание, чтобы информация одна была распространена не только на сайте,
опубликовано, но и на других. Facebook пользуется определенной по возрастным, там, может быть, по каким-то иным причинам. Я тоже работу сайта городской Кемеша. Думаю, что вот они тоже нам помогут указать на наши ошибки, и мы это все устраним в деле уже. Вот. У меня... Спасибо. Спасибо большое. Мне кажется, очень такая, я тоже задумалась, оказывается, вот действительно фон должен быть какой, как ты должен сидеть, я тут тоже подвинусь. Ага. Спасибо большое, Гульнес. Так, можно передаю... мне добавить? Да, можно. Здравствуйте, уважаемые участники. Ой, здрасте. Да. Здравствуйте. Я представляю именно гражданское общество, именно организацию гражданского общества города Карабалта. Я представляю местное население, и я поддерживаю выступающего только сейчас. Почему? Потому что я хочу даже похвалить нашу мэрию и нашу пресс-службу, потому что мы, организация гражданского общества, непосредственно пользуемся информацией, которую предоставляет мэрия, которую предоставляет официальный орган. На самом деле мы ее получаем как на сайте, мы ее получаем как в Фейсбуке. И хочу даже сказать, что в последнее время, вот в последний год, вот этот вот количество информации, качество информации было намного лучше, намного больше. Вплоть до того, что сейчас наша мэрия публикует даже какие-то новости. То есть все, что в городе происходит, все, что случается, все, что там происходит, они дают именно качественную и оперативную и официальную информацию. Вот это для нас, для организации гражданского общества очень хорошо. То есть в настоящее время даже пресс-служба наша, она конкурирует с местными СМИ по быстроте и по качеству информации. Вот здесь очень хорошее взаимодействие между всеми службами, между населением и между нашим органом местного самоуправления. Вот это я хотела добавить. Хочу вот их в этом похвалить. Хорошо, спасибо большое, очень приятно, мне кажется, да, Гульнес? Хорошо, спасибо большое, Алин. Ага, тогда сейчас передаю слово Тахмене, ответ секретарю Айыльного кеңеша Ленинского Айыльного аймака. Тахмена, вы здесь? Я здесь. Слышно? Ага, да. Приветствую всех участников данной конференции. Во-первых, очень хочется поблагодарить организаторов. Действительно, очень полезный, очень нужный тренинг, который мы прошли, и сейчас подводим, как говорится, итоги. Очень много хороших слов, очень много понятных слов сегодня было сказано, поэтому я как бы не хочу повторяться, но, может быть, давайте уже, перейдя к презентации, да, Инруджи, можно будет подключить? Я как бы хотела бы поделиться нашим опытом. Нургуля, демонстрацию сделаете, да, Ленинского? Нургуль? Вы высылали мне, да? Да. Минуту. Она у меня короткая, но понятная. Хорошо, минуту. Хорошо. Видно? Я хочу рассказать в самом начале о том, почему мы пришли к тому, что населению необходимо давать правильную информацию, потому что, как вы все знаете, в 2020 году все мы столкнулись с этой, можно сказать, проклятущей проблемой, пандемия по коронавирусной инфекции, которая принесла очень много негатива и для населения, и вообще как бы для всех нас. И у нас возникли такие проблемы, как люди стали пускать дезинформацию в местных WhatsApp-группах, в социальных сетях о том, что Айлок-Муту не работает, Айлок-Муту не выдает гуманитарную помощь населению. Как раз-таки в тот момент, когда Айлок-Муту закупал продукты питания, раздавал населению, люди стали просто писать, рассылать, рассылку делать в группах о том, что Айлок-Муту не работает. На самом деле мы работали. Вот. Потом стали писать различного рода заявления, жалобы в органы прокуратуры, РОВД и так далее, в администрацию, в область, стали писать и жаловаться, в общем, на нас. Ну, в общем, с этого момента
мы приняли такое решение, что каждый забитый нами гвоздик, каждый убранный участок будет публиковаться нами для того, чтобы население знало и имело в виду, что все-таки мы работаем. Вот, ну и давайте начнем, да, наверное. Почему необходимо быть медиаграмотным? Потому что медиаграмотность позволяет правильно анализировать медиасообщения, чтобы мы могли распознавать, где есть пропаганда, где есть цензура или однобокость. Далее. Что мы делаем по противодействию дезинформации? У нас есть официальная страница в Инстаграм, где мы публикуем практически все то, что мы делаем. Порой мы сталкиваемся с тем, что комментируют, такие комментарии пишут люди, что вы без конца показываете, как вы убираете мусор, что вы без конца показываете, как вы там электричество провели или еще что-то. Но мы не останавливаемся и продолжаем публиковать, потому что мы показываем свою работу. Прежде всего мы публикуем достоверную информацию, занимаемся также рассылкой в WhatsApp-группах села. И у нас даже есть такой опыт, что через посредство социальных сетей мы решаем важнейшие вопросы. То есть жители обращаются с жалобой по тому или иному вопросу, и мы на основании виртуального, можно сказать, заявления, обращения гражданина выезжаем, составляем акты, заявления и направляем в электронной форме письмо-ответ жалобщику. Вот. Что мы обычно публикуем? Обычно мы публикуем все то, что касается нас. Ну, опять-таки, это субботники, это выборы. Совсем вот буквально недавно у нас открылась в Аймаке школа в селе Мыкан, очень комфортабельная, большая. Вместе со школой нам спонсоры построили и мечеть, и ФАП, спортивный зал. И на открытии присутствовал и участвовал президент Садыр Нуркоджоевич. Вот как бы этот факт мы тоже как бы не оставили незаметным, показали. То есть это все мы проинформировали. Ну и на будущее у нас, конечно же, есть планы создания официального сайта, анализ и мониторинг информации и разработка реализации медиапроектов. То есть через социальные проекты мы также хотим запускать медиапроекты для населения. То есть работа с детьми, с молодежью, социально уязвимыми слоями населения, работа с одинокими женщинами. Вот. В общем, такие у нас планы на будущее. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые участники Тахмина, спасибо огромное. Мне кажется, давайте начнем с того, что вот Тахмина в последнюю очередь сказала. У нас теперь обсуждение, что нам нужно делать. Да, что нам нужно делать, то есть органы местного самоуправления, да, по повышению потенциала, по медиаграмотности населения, да. Ну, вы уже сказали, например, Тахмина сказала, что вы будете запускать, да, социальные проекты, чтобы повысить потенциал членов местного сообщества. Ну, давайте тогда с вами вместе, уважаемые участники, теперь мы переходим к обсуждению. Поднимайте руки. Я вижу, да, Алмазаке Байке, вы хотите, да, что-то сказать? Да. Да. Я хочу сначала поблагодарить за теплые слова в мой адрес. Мне очень приятно то, что не просто вот вы, как бы сказали, вот тренинг был интересен, а что-то, то, что вам нужно, вы взяли и использовали. Это вдвойне приятно. И я сейчас вот зашел к вам на сайт Анара. Очень интересный сайт. Чувствуется, что он новый. И если вам нужна помощь, консультация по работе сайта, я готов вам помочь. Лиза, и Тахмина, я посмотрел вот тоже те страницы, которые вы сейчас презентовали, успел вот параллельно. Большую работу делаете. Тоже, если нужна будет консультация,
я помогу, потому что, если вы помните, на тренинге мы говорили, что есть информация госорганов, она специфичная, она своеобразная, язык такой, и нам нужно там вот адаптировать, чтобы людей заинтересовать, чтобы они туда заходили. И это очень удобно, потому что вам не надо, если вы опубликовали, вам где-то у вас висит на странице или на сайте, да, если я у вас спрашиваю, вам не надо, вот сейчас я вам перешлю, вы можете просто, вот, я обычный житель, говорит, так, набери в Инстаграме вот Садовое, и найдешь там всю информацию, да, то есть вот это намного еще облегчает, то есть вот это не надо кучу бумаг распечатать и так далее. И я соглашусь вот с Гульнизой, с Тахминой, потому что люди имеют такое свойство распространять, вот, больше верить тому, что недостоверное, да, что ищите полосы. И вам, местным самоуправлением, местным властям, депутатам приходится вот просто как сельмени, да, как Авгиевы конюшни, вот просто с потоком информации. Единственная защита – опережать вот этих людей и первым публиковать. Вот. То есть, если вот, грубо говоря, Министерство здравоохранения опубликовало пункты по вакцинации, да, новые, обновило. То есть надо моментально позвонить, дозвониться, просто довести их до нервного колени, спросить, а Садовый договор было конкретно. И у себя опубликовать конкретно для жителей Садового. Да? То есть они должны только поехать в Карабалту, Бишкек или в Садовом будет по нечетным дням приезжать машина и будет вакцинировать. Прямо конкретно для себя. Потому что они на всю страну говорят, а житель Садового, там, Кочкоскар, он не видит себя, и, соответственно, сопричастность нету, он это считает, это Бишкек-Тейлер, это для них. И вакцинация, и цифровизация, и все. И потом начинаются вот эти разные информации в WhatsApp, в Telegram, и Жалган сөздер, или Чиндып Каусы, Кошумча сөздер, Срютер выдает, что это здесь было, уверенно так. И мы на автомате рассылаем, потом получаем от родственников и в шоке. Поэтому самая лучшая защита вашей страницы. Я готов вам помочь, проконсультировать. Вы можете мне на почту скинуть ссылки еще раз, чтобы они сохранились. И я еще раз гляну и скорректирую, помогу вам. Спасибо. Хорошо. Спасибо, спасибо, большое. Алмаз, очень хорошо сказали. Вы знаете, я вот просто тогда давайте о чем было. То есть для того, чтобы сайты, Facebook, Instagram страницы посещали, вы должны делать, да, то есть получается, нужно, оказывается, делать более привлекательной. Если какая-то официальная информация идет, получается, нужно обязательно, оказывается, мне кажется, это очень важно, и депутатам местного кеңеша, и айлёкмөту, и городам узнать, да, что будет делаться именно на уровне вашего села или города. То есть если вы узнаете, даете эту информацию, тоже будет, оказывается, очень привлекательной. И то, что Тахмина сказала, очень важно, оказывается, повышать потенциал, повышать медиаграмотность самого населения, то есть с ними нужно постоянно работать. В рамках нашего проекта мы планируем выпустить брошюру и надеемся на то, что Нургуль скоро сделает, и мы разошлем всем вам для того, чтобы вы применяли. То есть не только это, но, может быть, еще что-то придумаете, как Тахмина сказала. То есть можете запустить другие проекты. Сейчас Джумагулича поднимает руку. Джумагулича, вам слово. Джумагулича, sizde söz. Звукыңызды күйгізіп алыңыз. Звукыңызды күйгізіп алыңыз, Джумагулича. Мне кажется, не получается. Алина, как организация гражданская, Алина, вы здесь? Алина? Да, я здесь. Да, Я вас слышу. Алина, как представители организации гражданского общества, как члены группы совместного мониторинга оценки, вот что бы вы рекомендовали для того, чтобы противодействовать дезинформации, повышать потенциал? Можете свое предложение сказать? Вот что нужно делать и органам местного самоуправления, и гражданскому сектору, и группе совместного мониторинга оценки? Как вы думаете? Ваше предложение. Да, спасибо за данное мне слово. Но я хочу предложить, чтобы группы совместного мониторинга оценки, как
получается, как местные жители, для которых именно государственные органы работают, как местное самоуправление работает для них, чтобы работали более в партнерских отношениях, чтобы работали более плотно, чтобы обменивались своими мнениями. Вот такие вот круглые столы, они очень полезны, они помогают взаимодействовать, помогают выслушать друг друга, помогают получить обратную связь. Я хочу, чтобы вот такие вот обмены мнениями были на постоянной основе, чтобы они были не только вот на уровне Бишкека, чтобы вы их организовывали, но чтобы и у нас в нашем местном сообществе тоже были такие обмены мнений, такие круглые столы. Это очень полезно будет как для самого населения, как для организации гражданского общества, как для общественников, как для активистов, как для вообще для любых жителей местного самоуправления, так и для органов власти. Они будут слышать, они будут знать, они будут понимать, что волнует людей, как люди хотят, чтобы это все было, какую информацию они хотят видеть. Хорошо, хорошо. Алина, я бы хотела попросить, можете включить план вашей работы группы совместного мониторинга оценки, что вы будете заниматься мониторингом, да, вот этих социальных сетей города Карабалты, сайта, и какие-то рекомендации писать депутатам местного кенеша и мэрии. Будете этим заниматься? Конечно, мы в группе мониторинга и оценки мы уже проводим работу 2 года подряд. В 2020 году мы очень часто это делали, и очень регулярно это делали, и писали акты, и предоставляли их как мэрии города Карабалта, так и депутатам городского кенеша. Я могу сказать, что не всегда наше мнение было услышано, но мы старались, и мы доводили до сведения, мы выступали, мы приходили, мы выступали даже на сессиях городского кенеша, и все-таки мы были услышаны. В этом году заслушали все наши отчеты, посмотрели все наши сделанные работы, все наши акты, и уже есть ответная реакция, уже есть улучшение. Мы продолжаем свою работу, мы продолжаем и будем мониторить как соцсети, как сайт. Мы будем давать свои предложения, мы будем рекомендовать. И вот сейчас у нас очень хорошо партнерские отношения сложились с местным самоуправлением. Нас слышат, и я думаю, что эта работа должна быть и в других Айлакмату. Спасибо большое. Будем рекомендовать другим Аильным Аймакам, городам тоже. Мне кажется, используйте опыт города Карабалты. Я знаю, что группа совместного мониторинга оценки добились очень хороших результатов. Джумагулеже, вам слово. Спасибо. Да, сизге сөз. Саламатсыңарбы, мен ушул сабакка биринчи катышып атам. Жана Алмаз мырза айткандай, чындыгында региондордо ушундай сайттар ачылган эмес да. Биз баягы тиги сессиябызда айттык, ушу сайт ачалы депчи. Сайт ача турган болсок, ушу Алмаз мырзадан биз жардам сурайт окшойбуз. Ошон үчүн тиги маалыматтарын берип койсо жакшы болот эле. Анан кийин могу эрке группага да мени кошуп койсоңуздар жакшы болот эле, ушундай сабактар мага да кире экен. Хорошо. Сиз Жумагулеже телефонуңузду жаздыңызбы? Группага кошуп коебуз. Жазып койдум, ооба. Хорошо, хорошо, кошуп коебуз. Рахмат. Рахмат, сизге да рахмат. Уважаемые участники, может, у кого есть еще предложения? Кто еще хотел бы выступить? Уважаемые участники. У меня предложение. Гульшода Иджей поднимает руку, коллеги. Я не предложение, кажется, нужно отдельный тренинг по реанимации, восстановлению сайтов, которые есть, и привлечь тех, у кого нет сайтов, то есть параллельно, чтобы научились. То есть это будет конкретное такое продолжение. Хорошо, хорошо, так мне это нравится, мы себе записали, Нургуль как раз записала, мы обсудим, мне кажется, если получится, конечно, дадим ответ. Гульшода Иджеке, мы вас слушаем, я просто вас не вижу, оказывается. Янара, да, поднимали. Гульшода Иджеке. Звук включить. Ага. Включила, да? Включила я? Слышите меня? Да, вас слышим, видим. Очень приятно. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Алмаз мырза, вам большое спасибо, потому что я думаю, вот эти моменты вы сказали, и сразу применяю в работу, как говорится. И вот Анара, да, Анара, Тахмина, вы там оставляйте своими опытами, делитесь, пожалуйста, в группу оставляйте, или же можете мне кому-то, если не интересно, в личку закинуть. И мне кажется, всем интересно, потому что я
живу и работаю в школе преподавателем, и депутат Ального Кинеша, и вот эти недостатки свои, недоработки, что ли, мы работаем, а показывать не умеем, или же просто упускаем вот эти моменты, и я вот эти моменты уловила от вас, и хочу, чтобы научиться, я не стыдно мне говорить эти слова, нам надо научиться, потому что вот Эджике тоже сказала, что в регионах таких достижений нет, как говорится, а работаем мы полную мощность. Спасибо всем. И я вот это вот Сунушум, да? Хорошо, пожалуйста. Да, и мы вас услышали, я себя записала, информацию, всю презентацию мы вам вышли, буклеты, все абсолютно, да, Гульшадечек, огромное спасибо, вы очень активная наша участница. Сейчас передаю слово Айнуре Чентыбаю, директору АМУЦа, вы что-то хотите сказать, мне кажется, всем будет полезна ваша информация. Айнура, вам слово. Айнура, вы меня слышите, вы поднимаете руку? Айнура куда-то вышла. Эльмира, вам слово тогда. Эльмира, это Пыраем, да, Ахчийского. Да, да, давайте, слушаю вас. Мен сіздерге сунуш айтайын дегенім, ушундай сабақты офлайн өтсек жакшы болот эле да. Биз мисал үчүн мен азыр Садовский айыл өкмөтүнүкүн, анан Кара Балтаныкын көрдүм да, абдан жакшы нерселерди үйрөнүп, абдан жакшы нерселерди жеринде өзүнүн шайлоочуларына көрсөтүп атышыптыр да. Ушуну жасоонун жолдорун биз мисал үчүн өзүбүздүкүн чагылдырабыз. Фейсбукка ага анча киши кире бербейт да, айылдын жашоочулары кире бербейт баарычы. Ошондуктан биз жанагындай буклеттерди жасап алып, өзүбүздүн мисал үчүн презентация анын жасаганды билебиз, бирок ушундай жанагындай өзүбүздүн баракчаларды чыгарып таратсак, бул айылыбызга таратсак, андан дагы жакшы болот эле. Кичинекей журнал жасайбызбы? Ушул боюнча окуу офлайн уюштурсак абдан жакшы болот эле да. Хорошо, хорошо, Эльмира, я записала, все это как раз-таки делает наша Нургуль Джаманкулова, да, и сайты по поводу буклета, как оформлять, как это делать. Мы себе записали, мы нашим руководителем Надежды Николаевны обсудим, и если получится, может быть, в рамках каких-то проектов мы можем включить ваши пожелания. Спасибо, спасибо. Сайттар ачканга ошо жардам болот эле да. Хорошо, хорошо. Хорошо, мы записали. Ага. Там очень большая работа, единственное, если сайты будете делать, мне кажется, Эльмира, ваше прям сотрудничество, ваша работа там нужна будет, да? Хорошо, спасибо большое. Айнура, вы подключились, вас слышно будет теперь? Айнура, так, Нургуль, вы не видите? Может быть, я кого-то упустила? Кто-то еще хочет выступать? Пока не вижу, только вот поднятые руки были. Офлайн обучение. Хорошо, хорошо. Мы себе записали. Мы будем искать средства. Айнура, это у вас выключено. Я вас прошу включить, что-то вы не включаете. Айнура? Айнура, не получается, она что-то... Она в чат написала, чтобы мы включили, но это от нее. Не получается, да. Сейчас мне кажется, она через телефон зашла, и у нее не получается. Айнур, может, вы напишите тогда в чатка? Мы озвучим. Да, пусть напишет. Удобнее ей. Я тоже через телефон. Насчет сайтов я хочу сказать, вы все огромную работу делаете, все, бардыңар. Бирок ушул социалдык медиа, сайттардын мүмкүнчүлүгүн пайдалабаган үчүн силер кылган жумуш көпчүлүккө жетпей калат, да, и они вас не знают и критикуют, думая, что вы не знаете. А вы как раз в этот момент и занимаетесь, возможно, этим вопросом. Но у людей нет доступа, они не в курсе. И сайт, он поможет частично решить, потому что у вас где-то будет храниться и зафиксирована эта информация, которую вы потом можете просто попросить своего ребенка, помощника, просто сидеть, кнопку нажимать и распространить. Но зато это где-то вот сохранится, и у вас всегда есть возможность вернуться, исправить, добавить, и это как архив.
как показатель вашей работы, потому что вы не можете вот физически везде вот рассказывать, мен өткен жылда мындай жұмыс қылдым депчи. Вы можете вот там дать сал, ал жиында бүгүнкү жұмышты айтсаңыз болады, а мурункуну, пожалуйста, сайтыңызда, баракчаңызда толық маалымат бар, сүрөт, видео деп. И это грамотно воспользоваться, чтобы он не превращался в вот этот красный уголок, который мы все помним, да? Чтобы это была живая информация, и людям было, чтобы интерес, как я привел на примере пандемии, да? То есть не вот эти слова «защищать маску», это мы уже все поняли, а конкретно, где получить вакцину, если я уезжаю на заработки в Россию, то что мне надо, вакцину или ПЦР, что конкретно мне надо сделать, да? И я житель этого села Кочковского района, Садовое, там Карабалты, то есть меня волнует такая конкретная информация. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Айнура написала нам, что через возьмем контакты экспертов и можем распространить через WhatsApp-группу Союза местного самоуправления. То есть в любом случае мы постараемся через Союз тоже выслать информацию, то, что мы сегодня обсудили, какая информация на сегодня есть, попытаемся распространить. А от вас будет помощь для нас. Пожалуйста, то, что вы сегодня зашли, то, что вы получили информацию, пожалуйста, другим тоже давайте. И это было бы очень полезно. Умирбек Падеевич, вы с нами? Умирбек Падеевич? Умирбек Падеевич, вы с нами? Не слышите, да? Можно да, свои 2 копейки Давайте. добавить, да? Урматтуу катышуучулар, мен сиздерге сайттын ошо маанилүүлүгүн өзүңүздөр билесиздер албетте, бирок сайттында эмне кереги бар? Бул жерде Акчийдин төрайымы да айтып атат, отчет бергенде жакшы болот эле депчи. Чындап эле сиздердин расмий сайтыңыздар бар болсо, муниципалдык сайт бар болсо, бул азыр сиздердин санарип архивиңиздер болуп калат да. Мурда жана китеп, хозяйственная книга деп коет белек, бүт чарба китеби. Ошонун баардыгын азыр сиздер мисалы ошол жака жайгаштырып туруп эле сайтка. Анан ошол эле коомдук угууларда, мисалы Садовский өзүнүн коомдук угуусун өткөргөндө жанагы жарандык бюджеттин, Минфин КЖД жайгашкан жарандык бюджеттин жардамы менен өткөрүштү, тиркем менен. Бул жерде мүмкүнчүлүк бар да, кайсы жерде болбосоңор дагы өзүңүздөрдү тартуулаганга маалыматтын баардыгы кол алдыңыздарда болот. Ал жерге кагаздарды ар бирине чыгарып бирден бергенге эч кандай зарылчылыгы болбойт. Анан шилтемелерин ошол эле WhatsApp топторго же болбосо өзүңүздөрдүн мисалы түрдүү жана Telegram болобу, Instagramдагы өзүңүздөрдүн окуучуларыңарга, мисалы окурмандарыңарга ошол жака шилтемени жиберип койсоңуздар, алар кайсы убакта болбосун өзүнө керектүү маалыматты алганга мүмкүнчүлүк түзүп бересиздер. Бул сиздердин кандайдыр бир деңгээлде миссияңыздар да болот да, жергиликтүү өз алдын башкаруу органдары, депутаттар, жергиликтүү кеңештин депутаттары, активисттер, лидерлер. Анткени азыркы мезгилде өзүңүздөр билесиздер да, сиздер ушундай муниципалдык кызматкер болсоңуздар дагы, мисалы да, биринчи кезекте, анан депутат болсоңуздар, активист болосуздарбы, сиздер сүйлөп жатканда, ошол эле Facebook'та болсун, ошол эле Instagram'да болсун, соц медиаларда болсун, же сайт аркылуу кайрылсаңыздар дагы, бул сиздердин жеке баракчаңыздардан кайрылсаңыздар да, сиздер ошол сиздердин айылдык аймак же болбосо ээлеген кызматыңыздар менен айкалыштырып анан каралат да, кабыл алынат. То есть вы ассоциируетесь уже с той должностью или с тем муниципалитетом, откуда вы, либо с той должностью, которую вы занимаете. Будь это личный аккаунт в соцмедиа, да, в соцсетях, или же от рабочего, вот, например, на примере Садовского айлык-метода, что вы будете говорить, это будет ассоциироваться как будто как рупор от вашего муниципалитета. Поэтому медиаграмотность, да, это очень актуально, и мы просим вас обращать внимание особое, когда вы будете получать, например, рассылку, да, уже 100 раз пересланное сообщение, аудио, видеозаписи. В первую очередь, пожалуйста, обращайте внимание на то, что когда дата, есть ли там дата, откуда конкретно, да, от кого. Пусть этот человек представится, либо же эта цепочка, вы сами понимаете, да, в любой момент может оборваться. То есть она может остановиться на вас, либо же на следующем человеке, которому вы перешлете это сообщение, и тогда начнут выяснять, да, от кого это сообщение, и так может случиться, что крайне окажетесь вы крайним, и, естественно, за это как бы наказание последует. Вот, поэтому вы, как никто другой, должны простым гражданам
обычном таком доступном языке, как было выше упомянуто, да, доносить, что необходимо в первую очередь прям убедиться в достоверности данной информации. И касательно муниципальных сайтов, да, это очень важно, и то, что Айнур уже сказала до этого, мы в рамках нашего одного проекта «Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления», да, который финансируется правительством Швейцарии, помогли около 50 муниципалитетам нашей страны в свое время открыть свои муниципальные сайты. В том числе, я просто не видела, Кочкурбайский, Аль-Наймак нашей Чуйской области, да, Александровка, те муниципалитеты, с которыми мы непосредственно работали, пилотные, да, целевые наши муниципалитеты. К сожалению, в силу различных обстоятельств, немногие из них сейчас существуют, функционируют, но я бы призвала вас, уважаемые участники, если кто здесь есть из тех муниципалитетов, в которых есть сайты, реанимировать их, свои сайты, да, и продолжить работу с ними. Потому что это очень важно, мы уже приходим к этому. Да, то, что Алмаз до этого сказал, возможно, там у вас прям не будет такое посещение, да, степень посещения, что прям Акипрос будет отдыхать, да, скажем так. Но в то же время это будет ваш архив. Это ваш отчет, который будет все время, в любое время суток под рукой. Поэтому просьба обратить на это внимание. Спасибо. У кого-то есть вопросы? Может быть, кто-то хочет дополнить, комментарии, вопросы, пожелания? Участники? Есть ли какие-то пожелания, какие-то слова? Я бы хотела сказать. Меня слышно? Да. Всем добрый день. Очень приятно сегодня встретить столько знакомых лиц. Я извиняюсь, что без видео, я приболела. Очень интересно сегодня прошла у нас встреча. Я для себя опять-таки новое что-то ввела и, надеюсь, начну использовать в ближайшем будущем. И вот мое предложение, я уже ранее вам озвучивала, если будет возможность организовать для нас какой-то небольшой тренинг по СММ. СММ-специалисты, да, мы как бы не журналисты, мы не обучались этому, как писать правильно тексты, как фотографировать правильно. Ну, то есть, чтобы это внести, как бы, вы меня понимаете, да, там, публикацию, то есть мы должны это сделать сначала красиво и понятно, доступно на языке. И визуализировать тоже понятно, чтобы человеку было уже доступна информация, о чем мы хотим сказать, понятно, чтобы это было. То есть в этом направлении. То есть научите нас немножко тем вещам техническим, наверное, больше, да, не чтобы мы как самоучки и делились опытом друг у друга, а уже более профессиональным каким-то вещам, именно СММщика, там, журналистики небольшой какой-то, по написанию именно статей, пресс-релизов, не только чтобы это сухо было, а и интересно, как мы не раз говорим, да, то, что это должно быть, заинтересовать как-то слушателя, пользователя, обычного человека. Ну, то есть, хорошо. Прям очень хорошее предложение. Мы записали, мне кажется, мы будем смотреть, да, мне кажется, очень хорошее предложение. То есть мы, Нургуль, тоже про эти вещи говорили, очень важно, да, как правильно подать, как правильно писать, как правильно фотографировать. Хорошо, мы записали. Это, эти навыки тоже нужны. Здесь еще в чате пишет Айнура, директор АМУЦа. Она в свою работу включит обязательно, об этом мы будем говорить. Будем предлагать, кажется, будут предлагать курсы органам местного самоуправления по медиаграмотности и по сайтам. Мне кажется, надеемся на то, что с Нового года АМУЦа как-то начнет, как заработает, такие тренинги, наверное, будут доступны, да, органам местного самоуправления. Уважаемые участники, если больше вопросов и комментариев нету, я бы хотела завершить сегодняшний круглый стол. Мы все, что сказали, все, что записали, мы для себя написали. Если кто-то еще хочет сказать, последнее слово вам. Мы вас слушаем. Уважаемые участники, есть кто хочет еще сказать? Айнура. Да. Можно два слова? Да, два слова можно. Я сегодня послушал опыт наших муниципалитетов и пожелания
наших слушателей тоже, да. Ну, мне импонирует, что больше женщины заинтересованы в правильной информации, да, и просто жаль, что нет представителей Айлук Мөтө, больше депутаты, мало представителей. Вот поэтому тут были высказывания, чтобы желательно проводить офлайн семинары, тренинги, да. Но я думаю, проект только начинается, и пожелал бы, да, чтобы как-то больше действительно давать информацию в офлайн режиме, может быть, выезжать в регионы или приглашать сюда. Действительно, это очень сейчас важно в нынешнее время, когда вот нужно действительно научиться управлять медиа, иначе медиа начнет нами управлять, то, что и сейчас и происходит. Поэтому была сегодня очень полезная информация. Я бы хотел выразить благодарность всем участникам и тем, кто делился опытом. Я думаю, в дальнейшем мы будем с вами сотрудничать. Союз, в свою очередь, готов вам тоже помогать. И мы готовы помочь в дальнейшем участии и органов местного управления, распространять этот опыт и так далее. То, что вот Айнура рассказала по поводу брошюр, если такого будет, мы тоже будем обязательно помогать. Спасибо всем за участие и до свидания. Аха, до свидания. Спасибо вам большое. Очень прекрасные слова, хорошие слова поддержки. И мы всегда знаем, что вы очень хороший партнер Института политики и развития. И надеемся на то, что нужно сегодня быть очень медиаграмотным абсолютно всем депутатам местного Кемеша, представителям организации гражданского общества и аппарату Айлук Мөтө в мире городов. Спасибо вам большое за участие. Мне было очень приятно видеть вас, но мы все равно подумаем с Нургуль, как сделать так наши тренинги офлайн на местах. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо всем спикерам. Очень было приятно за такой короткий срок добиться хороших результатов. До свидания. Рахмат, жақсы тұрыңыздар.